Какая ваша точка зрения на сегодняшнее взаимоотношения между Чехией и Европейским Союзом? Спасибо. Отношения между Чехией и Европейским Союзом. Чехия является членом Евросоюза. Ясно. Это понятно. Но, конечно, это вопрос и наших политиков. Я лишь напомню, когда несколько лет тому назад в Брюсселе готовили анализ отношений членов стран к России, поскольку было понятно, что внешняя политика Российской Федерации, она как-то направлена на то изучить очень тщательно отношения этих стран с Россией. Я напомню, тогда приготовили какой-то горизонт, так называемой Троянской лошади в отношении к России, значит, это Кипр и Греция, поскольку понятно это, православие и так далее. И на другой стороне были сами, как сказать, не очень дружески относящиеся страны, как, например, Эстония. Больше хорошие отношения тогда были со стороны Германии. И Чехия назвали эти брюссельские аналитики ледяные прагматики, ледовые прагматицы. С тех пор уже некоторое время прошло. И я, как видите, президент Земан был несколько дней тому назад в Риге, и там оказалось, якобы кто с ним почти, якобы никто не встречался, никто не говорил. Это нужно как-то посмотреть и изучать. Но, с другой стороны, вспомните, когда приехал Земан в Москву несколько дней тому назад, как его там принимали. Я бы сказал, что с точки зрения нашей возможности, с точки зрения исторических отношений, мы должны не забывать одно. Это мне говорил уже давно мой коллега, профессор Волков из Московского института славяноведения. Вы входите, Чехия, в Евросоюз, но не забывайте, вы славянский народ, и не забывайте свою историю, поскольку Европейский Союз, Евроуния будут крепок тем, что здесь будут не забывать о их корнях. Не забывайте, пожалуйста, тогда этих славянских корней. Мне кажется, это нужно напоминать нашим политикам, которые там наверху решают за нас, все те, которые участвуют и работают в Европарламенте. Наши отношения, наше место, скорее сказать, место в Евроунии, у нас есть, конечно, тут много возможностей, но они не совсем использованы. Поскольку нашим политикам было бы хорошо, нужно лучше, как-то сказать, точнее высказать, какое место маленьких среднеевропейских государств в рамках будущей Европы. Поскольку мы сегодня находимся в очень трудном времени. А нужно сегодня говорится, сколько мигрантов и так далее, и так далее. Но нам, было бы, мне кажется, нашим политикам было бы хорошо сказать, где корни этих проблем. Почему рухла Ливия? Почему видите, как Ирак развивается и Сирия? И в этом искать возможности нашей внешней политики. Но это я бы спросил тогда господина Зауралика. Его здесь нету, тогда нужно с ним когда-то встретиться и поговорить. Спасибо.